Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, посмотрим. Так, все отлично. Слышно меня? Видно меня? Так, агент ЦРУ, здравствуйте. Слышно меня? Видно меня? Ли. Отлично, все отлично. Адам Гюрджи. Ассаламу алейкум, всем братьям и сестрам. Алейкум салам. Адам. Отлично, отлично, отлично. Сегодня 3 января 2020 года. В этом году мы проводим первый наш прямой эфир. Всех рад приветствовать и желаю всего самого хорошего в этом году. Пусть то, что не сбылось в прошлом, сбудется в этом у вас году. Дорогие мои подписчики, мои зрители, также мои друзья и мои единомышленники. Так, несущий мир. Ассаламу алейкум, мой брат Аслан, все видно и слышно. Ва алейкум салам. Аду давлету. Машал гыл аду. Так, мистер Макс, первый раз попал к началу, говорит мистер Макс. Так, это хорошо, мистер Макс. Так, Омкант, все видим тебя, Аслан, салам Машал, дума сәргар. Дерир салам Машал, гуль, шудик гул дертаван, дал это бойль. Максик, привет, Аслан, слава свободным народам. Приветствую, Максик. Аминь. Да, надо говорить в таких случаях. Так, Саид из Багдада. Ассаламу алейкум ва раматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам. Хамзат Гилаев. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Агент ЦРУ, как думаете, Аслан, в этом году империя зла развалится? Я очень на это буду надеяться и прилагать все силы. Так, Бакарди. А где у тебя ушки крысы? Год крысиной, крысины, если что. Да, ну, Путина я оставил в Кремле. Маршал Вовель Аслан говорит, ночью из Германии. Маршал Хиль. Добрый вечер. Маршал Вовель Аслан говорит, ночью из Германии. Так. Добрый вечер свободным людям. Приветствую. Алена Павленко, приветствую. Так, сын Путина. Аслан, скажи, Кадыров, Ахмад и Рамзан, они предатели Чечни? Я не знаю, какие вопросы можно задавать после того, что я уже, я не знаю, 10 месяцев уже веду стрим. Они не только предатели Чечни, они предатели века. В нашей истории таких подонков и мерзавцев еще не было. Ну, я думаю, как сын Путина, ты должен это знать. Кастус Калиниовский. Привет, живи Беларусь. Путин, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Привет, Каустас. Маждада, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Маждада. Так, добрый вечер. Аслан говорит, старик Хахатапыч. Приветствую, старик Хахатапыч. Фриман, антирашизмус, антипутинизм. Путинизм. Моль перекрыла нефть в Беларусь. Оказывается, давление на Лукашенко. Да, конечно. Да, конечно. Знаете, когда первый раз Лукашенко отказался, ну вот как уже конкретно отказался и сказал, что мы будем там защищать свой суверенитет, сразу же появился тут в Европе, может быть он и в России, в Европе появился какой-то бывший начальник охраны этого Лукашенко и рассказал про убийства, которые совершали по приказу Лукашенко. Все, слив начался, идет конкретная мощная конфронтация. И это показывает то, что вот на первое лицо выкладывается компромат. ФСБшники, это вообще все спецслужбы во всем мире, компромат выкладывают только в крайних случаях. Компромат это когда тебя уже мочат.
И вот Лукашенко начали мочить. Хорошо это или плохо? С одной стороны, это, конечно же, хорошо. Потому что Лукашенко занял правильную позицию. Он не с этими террористами и мерзавцами. Хотя, возможно, если правда то, что говорит вот этот беглый его экс-охранник, кто он там, или какой-то мент, то, конечно же, Лукашенко преступник. Но верить этому охраннику или вот этому информатору, который сообщает, что вот сейчас именно сейчас он выкладывает вот эту информацию, это уже, конечно, наводит на подозрение. Мы должны всячески поддержать Лукашенко и Беларусь. Ну, раз такая ситуация, как говорится, выбираем из двух зол меньшее. И вот сейчас перекрыли нефть. Ну вот, значит, будут давить. Мы все должны поддержать Беларусь. Не из-за Лукашенко, который такой же, ну не далеко не такой же, ну в смысле такой же узурпатор власти. Ну конечно же он не такой массовый убийца, не военный преступник и так далее, не террорист. И если правда то, что там кого-то он убил из своих оппонентов политических, то, конечно, это тяжкое преступление, тягчайшее преступление, за которое, кто бы он ни был, Лукашенко, это Путин, это Трамп, это, ну, не имеет значения. Я, конечно, не должен был ставить Лукашенко, Трампа вместе с этим мерзавцем, но так получилось. Хватит молчать, Чечения. Ассаламу алейкум, Асан. Котр юрт сила. Ва алейкум салам. Да, Котр юрт. Бачи юрт сила. Берегду я, дивіться. Котр юрт сила. Так, давайте я немножко перемотаю. Так, агент ЦРУ. Этот генерал Ирана был дружком России. И каждый мертвый дружок России – это хорошо. Да, это очень хорошо, то, что вот этот грязный преступник, убийца мусульман, убийца сотен, ну, соучастник убийства сотен тысяч мусульман в Сирии, суннитов, враг Израиля, враг Соединенных Штатов Америки, нашел свой логический конец. Преступление должно быть наказано, а преступник должен быть остановлен. И, конечно же, его надо задержать, арестовать, судить. Но вот таких людей, таких больших фигур очень трудно бывает арестовать. Ну и вот применили, по моей информации, беспилотник. Давайте сейчас как раз прослушаем вот этот момент. По поводу вот убийства Касыма Сулеймани. Касым Сулеймани был очень жестоким и подлым убийцей. Сейчас, одну минутку, сейчас я вам покажу новости по каналу, российскому каналу, которые прошли новости, чтобы на русском языке было понятно. Потому что это был союзник Путина, это был кровавый человек. И Соединенные Штаты Америки по личному указанию друга и агента Путина уничтожили друга Путина. Сейчас срочные самые последние сообщения с ленты информагентств. Ракетный удар по аэропорту Багдада нанесли США. Об этом сообщает агентство Рейтер. Убиты иранский генерал, командующий спецслужбы Аль-Кудс, корпуса стражи исламской революции, и его заместитель. И не его заместитель, а точнее заместитель главы иракского шиитского ополчения. По данным агентства, США подтверждают, что нанесли удары по двум связанным с Ираном целям. Как сообщает издание Newsweek, Пентагон ожидает окончательного подтверждения по тесту ДНК, чтобы убедиться в гибели иранского генерала. Вот по данным иракских военных, 3 ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада. Сообщается о гибели по меньшей мере 5 человек. Не менее 12 получили ранения. Сейчас аэропорт закрыт.
Ну, что хотелось бы сказать. Не стало кровавого убийцы, что не может не радовать нормальных людей. Касум Сулеймани, человек, на руках которого море крови сирийских детей и женщин, был уничтожен в Багдаде залповым огнем. Американский вертолет, по некоторым данным вертолет, по другим данным дрон, с расстояния 5 километров запустил целый арсенал ракет, который не оставил никаких шансов иранскому генералу и его банде. Касым поддерживал бомбардировку Чеченской Республики и перенял от России тактику бомбардировок по школам, больницам и мечетям в Чечне для применения в Сирии. Все у него шло как по маслу, пока он не облажался в начале прошлого года во время бомбардировок города Алеппо. Его артиллерия задела военную базу американских сил. Такого просчета ему не простили. Канада назвала его агентом международного террориста, притворяющимся героем. Ну вот, на одного мерзавца стало меньше. А что можем по этому поводу сказать? Что возмездие, справедливость восторжествовала. Давайте перейдем к вашим вопросам. Так, Игорь Дубинин. Аслан, Финляндии и Польше удалось отстоять независимость. Думаю, всем другим тоже получится сделать. Да, конечно, Игорь, без сомнения. Если прилагать усилия, то, конечно же, получится. И ни малейшего сомнения в том, что у нас это получится, и у украинцев, и у грузин это ни малейшего сомнения нет. Мы отстоим все свою независимость. Кто частично оккупированную территорию, кто полностью, но мы ее отстоим. Даст Бог. Так, Эд Мамедов задонатил. Салам, Аслан. За что Анне Политковской присвоили высшую награду Ичкерии? Она же не была гражданкой Ичкерии, Бартала. Салам, Эд, спасибо тебе за донат очередной. Анна Политковская присвоена высшая награда Чеченской Республики Ичкерия, Оман-Си, честь нации. Это, по-моему, единственная женщина, не гражданка Ичкерии, которая удостоилась вот этой высшей награды. Анна Политковская на самом деле не просто так ей присвоено, да, это звание и эта награда. Анна Политковская герой. Анна Политковская в самое трудное время для нашего народа очень сильно нам помогала, зная, что ее могут убить. Анна Политковская и Наталья Истемирова. Наталья Истемирова добывала информацию, Анна Политковская ее распространяла во всем, на весь мир. Именно за это она была убита, именно за это она и была награждена. За то, что она пожертвовала своей жизнью. Точно так же я считаю, что и Борис Стамахин заслуживает этой же награды или чего-нибудь приближенное к этому, так как Борис Стамахин боролся за права, в первую очередь, всех людей. Ну и, конечно, в это тяжелое время, в это тяжелейшее время он помогал чеченцам. И про Бориса Стамахина мало кто знает, но при всем при этом все его единомышленники, он отсидел 12 лет, а все его единомышленники, большая часть его единомышленников, его соратников, да, может, они и не виделись никогда, но он их всегда поддерживал, погибли. Погибли, кто уехал за границу, но в основном все погибли. Вот Анна Политковская, я считаю, получила заслуженно. Бакарди, Аслан, ассаламу алейкум. Скажи, пожалуйста, если на тот момент, если не Ахмад Хаджи, то был бы другой, и что нам надо было сделать, если не Ахмад, надо было погибнуть всем? Ва алейкум салам, Бакарди. Ну, да, я это слышал, распространенное мнение, что Ахмад Кадыров спас чеченский народ от уничтожения. Но, скажем так, давай придадимся логике, да, как я люблю делать. Например, Ахмад Хаджи Кадыров, Ахмад Хадж Кадыров перешел на сторону русских
И война продолжалась очень долго. И людей бомбили, людей зачищали, и это долго продолжалось. При всем при этом война не останавливалась, когда вот он пришел к власти. Война остановилась, военная фаза противостояния оккупации остановилась, потому что у одной стороны иссяк ресурс. Да, две стороны, когда воюют, они воюют в первую очередь, пока у одной из них не иссякнет ресурс. У чеченской стороны ресурс был несопоставимо намного меньше, и поэтому чеченская сторона понесла такие потери, и война, военная фаза, военное сопротивление приостановилась. Но надо еще понимать, что Ахмад Кадыров перешел на сторону, если верить Путину, на сторону русских. Он говорит, что он не предатель. А еще в 1999 году, когда он еще был рядом с Масхадовым, когда еще у нас было независимое государство и оккупантов, открытых оккупантов на территории не было, Ахмад Кадыров, если верить Путину, опять же, ездил к нему и согласился на него работать. То есть работать на Россию, на русского президента. То есть стал предателем. Это было сделано уже тогда. Тогда он, короче говоря, согласился на то, что он будет служить русским. Что это? Это то, что спасло чеченский народ от этого? Нет. Знаете, история не терпит сослагательного наклонения. И то, что было, уже изменить нельзя. Возможно, они бы, русские, попробовали уничтожить всех чеченцев. Да? И так они сделали очень много. Убить 30% за 2 войны — это очень много. А возможно, русские вообще бы не сунулись бы, если бы у нас не было предателей. Потому что не на кого было опираться. Когда-то Басаев сказал, что Лукин или кто-то ему сообщил, что они завербовали 40 тысяч чеченцев. Ну, я представляю, это в основном мужчины. Это практически все мужское население они у нас завербовали, получается. Если я не ошибаюсь, речь шла о 40 тысячах. Я знаю, что когда я учился в Санкт-Петербургском государственном университете, тогда из нас, из 6, по-моему, парней, 5 завербовали. Один бегал сам за ними и просил, чтобы его взяли, потому что он не попал в список тех, кого приглашали, так сказать, на вербовку, на собеседование. И вот я могу судить по нашему университету, что вот все парни, которые у нас там были, кроме 1 или 2, их всех склоняли к сотрудничеству. Вот такая вот была ситуация. И, возможно, мы все погибли бы. Возможно. Что маловероятно, но возможно. Возможно, вообще бы не вторглись бы. Что более вероятно, на мой взгляд. Если бы эти подонки, мерзавцы, которые не могут по-другому заработать денег и там выбиться в люди, которые ради того, чтобы вот иметь какую-то копейку и презрение, плюс ко всему, своих сограждан или соседей своих, да, эти люди идут на все, идут на услужение врагу. Причем они идут не просто какому-то обычному врагу, да, они идут самому подлому и жестокому врагу. Врагу, который на протяжении 400 лет убивал нас, грабил, унижал, оскорблял, не давал нам развиваться. И все, что можно с нами делать, они делали. И вот эти люди, которые идут на услужение этому врагу, это самые последние и конченые мрази. Вот это мое мнение. И что бы ни случилось, это мнение не изменится никогда. Это моя точка зрения, основанная на долгом жизненном опыте. И вот вопрос к тому, являются ли Рамзан Кадыров и Ахмад Кадыров предателями, можешь дополнить вот это тоже к этому. Так, пойдем дальше. Так, мистер Макс, мне нравится, что ты проводишь воспитательно-просветительскую работу своего народа. Каждый аксакал должен это делать. Мистер Макс, да, мистер
Макс, должны мы это делать, потому что против нас ведется очень сильная, очень такая массированная пропаганда. И мы должны как-то этому препятствовать. И мы должны доносить правду. Так. Леди 1974. Марш Воль, Асланбей и все остальные. Маршал Гуль, леди. Так. Асланбек Туте. Ассалам алейкум. Вначале лайк, Аслан, а потом слушаю. Ва алейкум салам, Асланбек. Да, кстати, где лайки-то? Хлопцы. Лайков не вижу. Так. Лунный свет. Аслан, Италия согласится на газопровод вместе с Израилем и Грецией. Я не знаю, лунный свет, вообще ничего по этому поводу не знаю. Алекс, ассаламу алейкум, ассалам. Ва алейкум салам, Бусалбаш. Как ты, Алекса? Так, Алена Савченко. Здравствуй, дорогой друг. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, дорогая подруга. Так, Игорь Дубинин. Аслан, Финляндии, Польше удалось стать независимой. Думаю, всем... Так, это я уже читал. Кинг Шульц. Аслан, как ты прокомментируешь обращение к миру Джамбулата Сулейманова? Я уже в прошлый раз комментировал. Я не считаю нужным влезать в это. Я правозащитник, а не политик. Азери Турку. Генерал был по нации турком, но он предал наш народ и служил оккупантам. Да, интересно. Сулеймани был турком, да, получается? Кстати говоря, хорошие новости от Турции. Да. Так. Сын Путина. Аслан, скажи свое мнение, кто убил Ахмада Кадырова, Путин, Басаев или ГРУ без курса Путина? Без курса Путина. Я уже говорил свое мнение по этому поводу. Я считаю, что его убили русские. USA, НАТО, Боже, храни США. Лунный свет. Предатели хуже врагов, так как подрывают изнутри. Совершенно верно. Рубайте Мицаев. Ахмада Кадырова убили по приказу Путина, а его сын это прекрасно знает. Ну вот, мнение вам от Рубайте. Рубайте Маршиоль. Игорь Дубинин. Аслан, Путин на самом деле подлый человек. Не может быть, Игорь. Егор. Извиняюсь, Егор. Не может быть. Так. Мега Пексар нам тут сообщает, что база США в Алеппо якобы разводила, кормила, обеспечивала оружием террориста ИГИЛ. Это наглая ложь, абсолютнейшая ложь. Террористы ИГИЛ, конечно, не все, но есть там группы, которые курируются, обеспечиваются, делятся какие-то там какой-то информацией, проворачиваются какие-то делишки вместе. Вот какое-то время они нефтью торговали, да. Между прочим, бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов занимался этим, и за это попал в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Поэтому это наглая ложь. Это детище КГБ, ФСБ, ИГИЛ. Так, поехали дальше. Фриман антипутинист. Скоро турки будут мочить путинских, их там нет в Ливии. Да, кстати, сейчас я об этой теме тоже скажу. Сергей, Украина. Здравствуй, Аслан. Привет, Сергей. Здравствуй. Так, давайте тогда поговорим по поводу то, что сейчас будет происходить в Ливии. Сейчас я вам тогда тоже дам прослушать одну интересную
новость, и после этого мы ее давайте обсудим. Турция, парламент Турции принял закон, сейчас одну минутку, проголосовал. Парламент Турции проголосовал за то, чтобы послать войска в Ливию на помощь признанному ООН правительству. Это, впрочем, не означает, что турецкие части тут же отправятся в Ливию. Но для этого потребуется время. Надо понимать, что в Ливии находятся две власти. Да? Правительство, которое признается ООН, и правительство, которое финансируется, контролируется, помогает существовать Иран и разные шиитские там группировки, в том числе террористические. Давайте сейчас прослушаем эту новость и после этого продолжим наш разговор, потому что будет еще одна очень хорошая новость от Турции. Парламент Турции большинством голосов одобрил законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию. Документ был передан депутатам в канун Нового года партии «Справедливости и развития». Ее возглавляет президент Реджеп Таyyip Эрдоган. В поддержку законопроекта высказались 325 парламентариев против 184. Так, Анкара отреагировала на запрос Триполи. Ранее ливийское правительство национального согласия обратилось за военной помощью для отражения наступления на столицу сил генерала Халифа Хафтара. Но это еще не все, чем порадовала Турция. Турция, на самом деле, при всех минусах, которые есть у Эрдогана, при всем при этом, сама власть Турции помогает сирийскому народу, помогает, вот сейчас вошли турки, они, конечно, не очень сильно принимают участие, но, видимо, какая-то военная там стратегия, тактика идет. Но при всем при этом сейчас в Ливии, в Сирии Турция активно начала включаться и помогать людям. Опять же, вспомним то, что сейчас происходит в Китае с уйгурами. Опять же, кроме Соединенных Штатов и турков, никто не высказался по этому поводу, не высказал свой недовольство вот этим массовым нарушением прав человека, которое сейчас происходит по отношению уйгур в Китае. Но это еще не все. Помните, была такая вещь, как Турция хотела закупить у России противовоздушные средства обороны С-400. Так вот, грозились, что Турция должна будет покинуть НАТО, ее могут исключить из НАТО, так как С-400, по заявлениям русских, С-400 могут сбить американские истребители F-35. Они есть и у израильтян, которых почему-то над Сирией не сбивают, но факт остается фактом. Об этом русские много говорят, и, конечно, когда такие официальные лица делают заявления по юридической процедуре, они должны проверить, обязаны проверить эту информацию. Так вот, все, что стало известно по этому поводу. А известно стало вот что. Турция внезапно отдала США С-400 для исследований. 18 ноября Турция и США создали экспертную группу, которая должна провести углубленное исследование российского комплекса ПВО С-400 с целью выяснения, может ли она обнаруживать американские истребители F-35, а если может, то как этого избежать, пишут американские СМИ. Вот вы видите на картинке, может и надувной, как обычно, но может и не надувной. Американским военным еще предстоит расшифровать полученные ими данные, прежде чем они смогут их использовать. Как только США взломают код, используемый российским С-400, они могут вмешиваться в работу систем, засорять радары статикой или даже заставить противника видеть самолеты, которых нет. Также неясно, используют ли все С-400 и те же частоты. Исследования российских С-400 продолжатся в течение года, сообщают нам. Вот такая вот интересная ситуация получается с русскими С-400. Обманул, короче говоря, Эрдоган. Что не может не радовать.
Что не может не радовать. Так, давайте перейдем к вашим вопросам, дорогие зрители. Так. Поехали дальше. Азери Турку. Ассаламу алейкум. Волк Аслан, ты слышал, что предатель турков Азербайджана, иранский пес, был уничтожен? Что скажешь по этому поводу? Поздравишь ли ты наш народ? Азери Турку, алейкум салам. Я вот в самом начале как раз вот за эту тему затронул, и с Касима Сулеймани мы обсудили. Можешь чуть-чуть вперед перемотать, и тут же прямо увидишь. Так. Ну, конечно же, преступники должны быть наказаны. Так, Рубати Гарчалио. Никто и не сомневается, Рубати. Так. Сейчас мы найдем. Асланбек. Аслан, не думай, что Сулейман своими частыми визитами достал не до фюрера, недомерок слил его и заодно подзаработал, так как цены на нефть сразу подскочили. Ну, может быть, конечно, и такое от Путина можно ожидать все что угодно, но говорят, вот этот Сулейман, Касым Сулеймани, один из тех, кто уговорил или сделал предложение, которое показалось Кремлю интересным, выгодным, и привлек Россию в Сирию. Да, теперь его не стало, осталось, чтобы теперь Россия завязла, она завязнет, хотя она всячески показывает, что она не воюет, что она в любой момент уйдет и так далее. Но при всем при этом Россия на этом очень сильно потеряет в перспективе, стратегически потеряет. Но тогда, когда они туда вторгались, нападали как бы по приглашению незаконного президента Башара Асада, им нужно было отвлечь внимание от войны в Украине. В Украине тогда все забуксовало, украинский народ восстал, и им пришлось защищаться. Цены на нефть вырастут, да, на 2%, говорят, цены подскочили, и это связано с тем, что есть вероятность того, что из-за этого убийства может начаться большая война, да, что Иран ответит за такого высокопоставленного своего чиновника. Ну, не знаю, ответит Иран или нет, но Польша на убийство около 100 человек своего руководства террористом Путиным не ответила. Поэтому эти цены вернутся, мне кажется, на прежнее место, потому что Иран не будет отвечать. Единственное, что может Иран, как и Россия, сделать теракт. Да, террористы могут только теракт. И причем это потом говорит, любые террористы, любые Аль-Багдади, там, кто бы там ни был, они всегда говорят, это мы сделали. Даже иногда то, что они не сделали. А эти, да, у него даже нет духа у того, которого есть у террористов, которые берут на себя это. То есть эти делают и говорят, это не я. Вот такие вот они. Маждада, так, это не мне. Анзор Лебидов. Я первый раз вижу ваш эфир. Я видел видео, где говорится, что Россия является колониальной. Правда ли это? Говорит, что видел видео, где говорится, что это в моем эфире, что Россия колониальна. Вы имеете в виду, она колония или метрополия? Метрополия. Нет, Россия не колония, Россия империя. Фашистская страна. И я не знаю, что вы имеете в виду. Да, это правда, Россия является фашистской страной. Хани Галили, С-4 не могут сбить F-35. Израиль уже это доказал. Да, как раз я вот сейчас об этом и сказал. Они не могли его сбить. Так, я немного перемотал, так что, друзья, пишите ваши вопросы вновь. Анзорино, России почти конец. Ну, будем прилагать усилия. Так. Джахар Дудаев, ставим лайки и подписываемся на реалити, говорит. Да, друзья, давайте подписываемся
Сейчас мы посмотрим, сколько нас. 600 человек почти. А лайков нет. Ну вот каждый раз вам надо напоминать. Ну, ребят, ну куда годится? Да? Безбилетники. Давайте приучать к себя к закону. Есть правила. Заходим, покупаем билет. Так. Персона нон-грата. Асан, я только что вернулся на свою виллу в Майами. Приветствую тебя, желаю здоровья тебе. Приветствую, персона нон-грата. Поздравляю тебя. И тебе тоже желаю здоровья. Спасибо тебе, кстати. Так, зависает, говорит Алена Павленко. Ну, посмотрим сейчас, дальше посмотрим. Так. Рубати Мицаева. Рубати, ну, зачитаю твой комментарий. Сараляпов один из тех, кто предал Масхадова. Так. Боб Марли. Мы и породили, мы и відспіваємо. Мы их родили, мы их и отпоем, значит, да, украинцы говорят. Украинцы, на самом деле, вы виноваты. Вы виноваты во всем. Просто во всем. Как вы могли так запустить процесс, так без внимания оставили? Ваш этот, кто там был? Долгорукий Москву строил, да? Князь Киевский. Так, Рубати Митя, Аслан, цаиз, хондец, не отвечаешь. О, есть Рубати, ну, цаиз, я просто пропустил, ты тут со всеми ругаешься, я не могу понять, кто с кем. Так. Что у меня тут произошло? Так. Это все нормально. Сейчас, одну минутку. Так, поехали дальше. Гира 1, 2, 3. Реалити, вы мусульманин? Да, я мусульманин. Аслан Цаиз Ондец, говорит Рубать. Так, это было. Так, Омка, Рубайте, оставь этих тузиков, пусть в своей среде тусуются, говорит. Так. Рубайте, сила, говорит Бакарди. Так, тут уже все любят Рубати. Ну, Рубати не любить невозможно. Так. Персона нон-грата. Асан, Рубати одна из достойных женщин нашей родины Ичкерии. Я лично ее уважаю. Я тоже ее уважаю. Ярмук Саиб говорит, вы что тут ромашку устроили, любители? Да. Ну, Таджимал, Мерзах Эльмадизевой. Давайте весь этот наш стрим сейчас проведем на эту тему. Так, наш друг Reality French English, Маш Воваль Аслам, Путлер Каблук, что с S4 может быть F-35, оно разработано на плоской земле. Да, на плоской земле, если чуть-чуть там неровность, они не могут справиться. Reality French English. Так, Асламбек, предыдущий вопрос я задал в том смысле, что эти нелюди способны на то, что угодно. Они как крысы в бочке. Да, абсолютно, Асламбек, с тобой согласен. Впрочем, практически как всегда. Поэтому, конечно, могут. Но, видишь, это очень сложная задача в Ираке убить и остаться незамеченным, да, потому что как бы государство на территории чужого государства, они просто человека застрелить не могут, да, или там отравить даже полонием, они попадаются, там, новичком попадаются в
Катаре то, что они Зелимхана взорвали, Яндарбиева, тоже попались. Ну, там они, в Великобритании они засветились, а тут в Европе в первый раз в истории попался, в Германии, в Берлине попался киллер с поличными. Хотя до этого попадались, конечно, киллеры и в Катаре. Был такой случай. Зелимхан Хангашвили, который уже 4 года жил в Германии, полностью отошел, ничем не занимался. Здесь в Германии ему не позволили бы этим заниматься. И человека объявили там по кляузам русских исламистом, и он доказывал, что он никакой не исламист. А так, конечно, они могут все что угодно делать, все что угодно, если прокатит. А вот у себя в России они могут и дома взорвать могут, даже если опять поймают с поличными, ничего страшного. Могут целые там всю элиту Польши сбить, и ничего страшного. Так, Алена Павленко. Кто же знал, что там на болотах любители бояры в лаптях так и удалеют? Бояры тогда не было, Ален. Они пили, видимо, что-нибудь другое. Ну да, вот видите. Вот теперь расхлебываем все вместе. Ну ничего, ничего. Время работает на нас, у нас все отлично. Скоро настанет ситуация, когда они будут прикидываться украинцами, белорусами, татарами, кем угодно, только чтобы не называли русскими. И вам надо вообще, украинцам, надо свою Украину переименовать Украина-Русь или Русь-Украина. Это ваше название, это от вас идет, от Киевской Руси. Верните, пожалуйста, свою историю, а то вот эти воры вашей истории, воры всего, но и вашей истории в частности, уже достали уже просто своим величием. Верните свою великую историю себе, уважаемые украинцы. Так, поехали дальше. Байсангур чеченский. Пропал Байсангур чеченский. Потерял я Байсангура чеченского. Ассаламу алейкум, Савиджи Ижи. И все, кто смотрит стрим, всем привет. Ва алейкум салам. Я рад, что во всех хорошее настроение, говорит лунный свет. Так. Так. Ас Адамс. Асан, что скажешь про намечавшую встречу Барт Машу? Я уже много раз говорил, Ас Адамс. Я не буду никуда лезть, это меня не касается. Кто пускай хочет, тот встречается, разговаривает. Я не политик, я правозащитник, я журналист. Я не претендую ни на что. Вот кто претендует, пускай те встречаются, разговаривают, договариваются. Я пытаюсь Барт делать вот своими эфирами. И это мой вклад будет в дальнейшем. Так, Борс 95. Ассаламу алейкум, брат. Кого ты больше уважаешь, Масхадова или Дудаева? У меня племянник, ва алейкум салам. У меня племянник, когда его спрашивают, кого ты больше любишь, маму или папу? Он говорит, два. Так. Так, подписывайтесь. Жахар Дудаев говорит, подписывайтесь на канал Reality French English. Ссылка у нас тут есть. Вот подписывайтесь, пожалуйста. Это наш канал. И не только подписывайтесь, но и распространяйте среди англоязычных, франкоязычных. Распространяйте. Так, Ичкерия Лайв к нам вернулся. Ассаламу алейкум всем. Опоздал чуток. Ничего страшного. Так.
Так, Фриман, антипутинизм. Русский народ более имперской чумой. Величие русского мира. Да, этот уже он засыпал у них этот фашизм, вот это имперство. Ну, Путин правильно надавил куда надо, где-то припугнул, где-то купил, где-то польстил. И вот а, алей оп, как говорится, и теперь уже имперская чума опасна уже для всего мира. И это будет продолжаться. И у нас нет другого выбора. И что меня успокаивает и радует, что другого выбора у нас нет. Ни у украинцев нет, ни у грузин нет, ни у Европы нет, ни у Соединенных Штатов Америки нет. Ни у нас, чеченцев, тем более его нет. Поэтому до победного конца, как говорится. Александр Чеченский. Аслан, я мечтаю у нас в республике космическую программу развивать по производству 22 Оспери. Такое возможно вообще? Я даже не знаю, что такое Оспери. Я не знаю, что такое. Так, Ичкерия Лайв. Делитесь видео и подписывайтесь на реалити, говорит Ичкерия Лайв. Вот у нас 217 уже подписались. Давайте, давайте, друзья. Так, Грубатя Митя, Асан, тебе там нечего делать, молодца. Понятно, не буду, значит. Егор Дубинин. Аслан, все зло это кремлевская банда и Госдума, и мыши под ковром. Да, ну это зло на кого-то опирается. И опирается это зло на русский народ. На русский народ. К большому сожалению, при всем том, что у меня есть очень много товарищей, друзей, дорогих, уважаемых мне людей, русских. И при всем при этом я констатирую, что русский народ – это тот народ, который по приказу Путина и по своей воле в том числе творит вот это все зло. Как в Сирии, в Украине, в Грузии, в Молдове, сейчас в Беларуси началась. Чеченская республика Ичкерия пережила страшный геноцид. Ну и так далее. Фриман, антипутинизм. Русизм – это смесь нацизма, фашизма и православия. Ну, попытка привязать вот это православие. Так, ну так, только для галочки у них это православие. Центурион. Убийство иранского генерала может обернуться конфликтом США и Ирана? Я думаю, не обернется. Хотя вероятность, конечно же, есть. Конечно же, есть. Николай Украинец. В чем разница между Гитлером и Путиным, на ваш взгляд, как юриста? Кто больше убил или убьют? Разница очень большая на самом деле. Путин хотел бы, чтобы его ассоциировали там, с Гитлером, или там, человеком, который реально повел за собой народ, да, задурил голову, потому что этот человек реально был оратором, да, и у него были эти способности. У Путина их нет. Их у многих нет, и поэтому Путину сильно обижаться не стоит. Но Путин использует другие методы. Методы, которые, опять же, пользуясь тем же опытом того же Гитлера, той же пропагандистской машиной. Но пропагандистскую машину Путин получил, когда уже стал президентом. А стал он президентом благодаря тому, что он нашел ключ к сердцу. Да? Не один Путин, а группа этих бандитов нашла ключик к сердцу, точнее, просто забрала власть обратно, которую на время, как в следующий раз отдадут Навальному, также на время под предлогом была отдана власть Путину, Ельцину, когда разваливался Советский Союз. И Ельцина задача была прийти в Сенат США, поднять, руки он не поднимал, или поднял, да, поднял, по-моему, поднял и сказал: Боже, храни Америку. Вот его задача была во все инстанции мировые. Это был очень большой, сильный обман вообще западного мира. Я не знаю, почему они себя так повели, эти европейцы и американцы. Просто у меня нет объяснения этому. Просто нет. Почему они поверили тем же ГБшникам, позволили им
И они во все институты проникли. Видимо, они думали, что они контролируют. Ну как контролировать, если та же гибуха осталась, та же система управления осталась, те же кадры остались. Я просто не понимаю, как это был самый большой просчет Соединенных Штатов Америки, наверное, за всю историю существования Соединенных Штатов и западного, вообще западной цивилизации. Они вот эту раковую опухоль сами себе ее взяли и подтянули. Я просто не понимаю. И вот когда они, все, Путин вернулся, ГБ, сказали, все, возвращай власть, и Ельцин, когда уходил, вернул. И потом эти уже как бы демократические институты установлены, не Гибнюками, а вот Ельциным. Хотя Ельцин тоже был марионеткой Гибнюков, потому что в советское время, и сейчас, и тогда в советское время, нельзя было стать там председателем партии Свердловской области, по-моему, эту должность занимал Ельцин на тот период, если бы он не был полностью лоялен этой гибне. Да? И то же самое сейчас, то, что происходит то, что они сейчас делают с Навальным. Это такие симулякры создаются, имитации, и в случае необходимости ими пользуются в нужное время. А потом из-под контроля ничего не уходит, просто двигают вот этими фигурами на доске. И чем отличается Путин от Гитлера? Тем, что Гитлер не убивал своих граждан. Чем они схожи? Гитлер и Путин убивали по национальному признаку. Как и Гитлер убивал евреев, Путин убивал чеченцев. Конечно же, на сегодняшний момент, на данный момент, Гитлер убил больше людей. Да? Даже просто взять только евреев. 6 миллионов евреев, международный трибунал в Нюрнберге подтвердил, что 6 миллионов евреев были убиты. Это только евреев 6 миллионов. Представьте вообще сколько. Гитлер не взрывал своих домов, ну и так далее, и так далее. Поэтому Путин не Гитлер, Путин начинающий Сталин, но более опасный, потому что у Путина опыт вот этой гибни, кадры, агентура, которой у Сталина не было, которую Сталину приходилось нарабатывать. У Путина это все имеется. Плюс ядерное оружие, которое было у Сталина тоже, но Сталин уже был старенький, и он не пытался. Хотя под конец жизни, конечно, он пытался, когда оно у него появилось, и угрожать им тоже. Так что начинающий Сталин. А разница в том, что при всей преступности Гитлера, Гитлер был личностью, а Путин ноль. Просто мерзавец и подонок. Мерзавец и подонок. Так, поехали дальше. Николай Кнайцволкер. Аслан, кто знает право лучше, ты или Хеда Саратова? Не знаю. Несущий мир. Путина ждет Грозненский городской туалет. Он сам выбрал себе место, где покоится. Вот с вами пообщаешься, тут уже как будто, я не знаю, на КВН сходил. Смеешься. Смеешься с вас весь эфир. Лунный свет. Я слышал, что Медведев захотел от армии по причине дистрофии. Да, возможно. Гитлер был захватчиком, а Путин казнокрадом, говорит Маждан. Спасибо, Маждан. Абсолютно точно. Так. Центурион. В Рашке революция невозможна, только голодный бунт. Так, у вас зависает, да? Зависает, господа? Ответьте.
Алан Аланов, Аслан, у тебя 666 зрителей. Совпадение? Нет, у меня уже 668 зрителей. Так, не зависает, да? Ну, отлично, не зависает, так не зависает. Поехали дальше. Так, давайте тогда, знаете что, я хотел вам рассказать еще про ситуацию, которая происходит в Сирии, и показать видео убийцы Зелимхана Хангашвили Вадима Красикова. Вадим Красиков находится в немецкой тюрьме, и я вам сейчас покажу это видео, где Вадим Красиков в тюремном дворике для прогулки быстрым шагом наяривает круги. Сняли его соседи по камере, и вы можете сейчас увидеть. Вот, смотрите. Вот этот преступник гуляет по немецкой тюрьме. Вот этот человек по приказу России для запугивания федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель убил добропорядочного, мирного чеченца для того, чтобы запугать Ангелу Меркель, которая не приняла его, не пустила его в G7. Вот этот мерзавец сейчас находится в тюрьме. И этот мерзавец будет еще долго находиться в тюрьме. Обращаясь ко всем чеченцам, которые здесь проживают. Смотрите, у нас есть очень печальный опыт по тому, как убийцы выдаются России. Украина выдала, недавно был случай, до этого обменяли убийц, которые убили в Турции чеченцев, обменяли на крымских татар. Сейчас убийцу Амины Акуева, попытавшегося убить человека, убийцу, который ранее подозревается, я думаю, это было его не первое убийство, был передан России. И есть большая вероятность того, что убийца Зелимхана Хангашвили может быть выдан. Конечно же, будет сперва суд. В Германии это может не просто так это произойдет, да, как это произошло, например, в той же Украине, да, до суда, да, надо было хотя бы осудить этого преступника, пытавшегося убить Амину Акуеву и Адама Осмаева. Вот мы должны будем мобилизоваться, и что на суде, что в других мероприятиях, на других мероприятиях мы должны всячески напоминать, у нас требование это было, чтобы его не выдали в нашей резолюции. Но при всем при этом нужно понимать, что этот пункт могут не исполнить. И мы должны настаивать на том, чтобы Вадим Красиков, убийца, российский наемный террорист, отбывал свое наказание. Максимальное здесь наказание, по-моему, 15 лет. Свои максимальные, я думаю, он получит по максимуму, если не будет сотрудничать со следствием. Была информация, что он начал сотрудничать, но об этом пока мы не будем ничего говорить, так как время покажет. В случае, если он не будет сотрудничать, он получит максимальный срок. Мы должны сделать все возможное, мы должны всячески донести до этого, до общественности, до немецкой общественности, до немецких властей, чтобы ни в коем случае не выдавали. Хотя, конечно же, можно взять заложники какого-нибудь гражданина Германии,
как они это обычно делают, да, для того, чтобы обменять на своего этого убийцу. Поэтому нужно всячески работать над этим. И еще я хотел бы обратиться к родственникам Зелимхана Хангашвили, там, к супруге, к брату, там, кто бы там ни был, там, племянник. Выходите со мной на связь, выйдите кто-нибудь, я есть в Инстаграме, под этим видео в описании есть контакт, в Фейсбуке я есть, в Инстаграме есть, можете на e-mail мне написать, и посмотрим, что мы сможем сделать. Так, пойдем дальше по всем вопросам. Пойдем дальше. Реалити French English. У Гитлера была идея, какая бы ни была, а Путин тупой нищеброд с комплексами. Да? И Путин сейчас пытается внедрить какую идею, чтобы вот эта масса российская, ею можно было управлять. Гнев, ненависть, победы, это уже не катает, да, украинцы дали так по зубам, да, что чуть-чуть остыл уже пыл, и уже русские иначе говорят, зачем нам Крым, не надо было братской Украиной воевать и так далее. Но это когда им прижмут, они тогда начинают. New контакт. Искренне раскаиваю, помощь расследованию меньше меньшего. Ничего не понял. Рубайте Мицаев. Аслан, еще несколько тоже задержали, но не пишут о них. Почему? Рубайте, это тайна следствия. Подожди, не говори ничего. Ничего не говори. Тайна следствия — это самая главная тайна. До суда вообще ничего нельзя говорить. Что касается непосредственно следствия. Так, Сергей Кен, скажите свое мнение о античеловеческой секте Хаббат. Очень важно знать ваше мнение, говорит Сергей Кен. Я не имею по этому поводу никакого мнения. Акела, ничего, если передадут, замочим как Буданова. Нет, ну там знаешь какая ситуация, Акела. Буданова замочили, потому что Буданов был арестован, и у него как бы он оказался, ну так, не на государственном попечительстве. Этого же, если его выдадут, его будут встречать как убийц Зелимхана и Нарбиева с красной дорожкой, и ему поменяют документы там, и так далее, и так далее. Ну, короче, сделать так, чтобы он мог спрятаться. Поэтому, ну а так, конечно же, мы будем, даже если Германия его передаст, а мы должны, опять же, я повторяю, должны делать все возможное, эти требования, они не должны заканчиваться. Люди, господа, общество, гражданское чеченское общество и все остальные тоже, в том числе и украинцы, это вас касается, грузины, не сидите, вы по последнее время, грузины, стали очень пассивными. У вас, да, конечно, намного лучше ситуация, чем у той же Украины, в которой сейчас состояние войны находится, но вы тоже в состоянии войны, и у вас там тоже работает агентура и пятая колонна, которую Россия заслала. Поэтому все вместе должны, на грузинскую проблему должны уходить чеченцы, украинцы, на чеченскую должны выходить украинцы и грузины, на украинскую мы должны выходить все вместе, грузины, чеченцы и все остальные. Мы должны все вместе, вне зависимости от национальности, вне зависимости от нашей религиозной принадлежности или вообще никакой религии не принадлежности. Мы должны все вместе, все, мы понимаем, где зло. И мы, находясь в русском информационном пространстве, мы прекрасно все видим, осознаем. И многие не владеют этой информацией, которой владеем мы. Мы должны ее доносить. И только вот посредством интернета и митингами мы можем это делать. Так что, господа, давайте, не сидите без дела. Евгений Шликов. Аслан, здравствуйте. Только что присоединился. Здравствуйте, Евгений. Рад вашему присоединению. Очень рад. Так, перемотаем немножечко.
Так, Чечен говорит: ассаламу алейкум, Асан. На этой земле есть ли место, где у чеченца есть свобода слова без преследования? Да, есть. И этого места очень много. Кроме террористической, фашистской России, в других местах по большей части можно. И я этому живой пример. Я уже почти год веду стримы, уже сколько, с февраля, с марта месяца я веду вот этот канал. Сколько уже? 10 месяцев, грубо говоря, получается. 9-10 месяцев. И за эти 10 месяцев ко мне ни один раз никто не постучался. У меня никто не спросил документов. Почему вы этим занимаетесь? Перестаньте об этом говорить. Вы наносите урон нашей стране. Вы там засланный Путиным враг. Мне никто этого не говорит. Здесь абсолютнейшая свобода слова. Абсолютная. И у чеченцев в том числе. Мы должны этим пользоваться. Мы должны пользоваться, учиться у них. И потому что нам созидать свое государство, господа, хотим мы этого или не хотим, оно у нас имеется, и нам его начать строить. И никуда нам от этого не деться. И это может произойти в любой момент, в любой, хоть завтра. Завтра могут начать процессы, которые очень сильно изменят ситуацию. И как в мире, так и в России. Поэтому мы готовимся, всячески помогаем и набираемся опыта. Лунный свет, только единство сила. Абсолютно согласен, лунный свет. Вильпис Инкульта, как бы я хотел такую же свободу дома, говорит Вильпис. Если ты говоришь про то, что я сейчас говорил про Европу, если ты об этом говоришь, то она у нас будет. Нам надо, давайте задумаемся, давайте будем реалистами. Мы начинали сражаться против России не потому, что мы там хотели показать, какие мы крутые воины, там, что нам жизнь недорога, что нам наши-то жизни, ладно, нам наши жизни дороги очень сильно. Мы это все прекрасно знаем. Каждый чеченец хочет жить как любой человек, как адекватный любой человек. Даже Шамиль Басаев, Джохар Дудаев, которые были на самом острие, они тоже хотели жить, без сомнения. Но при всем при этом мы сейчас уже так загнались, что мы вот воюем, что уже без разницы в Сирию поехать, туда поехать, сюда. Нет, господа, есть юридические процедуры, которые мы должны соблюдать. Мы должны всячески делать так, чтобы наша задача была установить наше государство. Свободное, независимое, чеченское государство должно быть, оно уже создано. Поэтому мы все должны делать для того, чтобы у нас было это. И давайте думать. Шайдел дашьи уэль. Дейр онан. Иамадуар. Так что, Вильпес Инкульта, у нас будет такая же свобода у нас будет, вот без сомнения. Да, мула. Байсенгур Чари, очень плохо, что люди повелись на ФСБшную пропаганду о ваххабистах. Сегодня семена, посеянные ими, возросли и уже винят в войне ваххабистов, а не Кремль. Конечно же, виноват Кремль. Без сомнения, Байсенгур. Ты абсолютно прав. Ваххабисты в этом не виноваты. Ваххабисты виноваты постольку, поскольку. Но виноваты в этом, конечно же, в первую очередь Кремль. Но мы, люди, которые не слышим ничего, ты начинаешь с ними разговаривать, и они с бородами через слово говорят иншаллах, там, машаллах, там, и так далее. Ну такой мат можно услышать, или там другие разные нехорошие вещи, которые мусульманин не может делать. Это не ваххабисты, это лицемеры. Конечно же, посредством религии, ваххабизма или там крайней формы, скажем так, ислама на нас оказывает давление. Ну и получилось, что вот мы начинаем между собой грызться. И в первую очередь, я тебе замечу, в первую очередь в этом виноваты так называемые ваххабисты. Потому что
так называемые ваххабисты не признают всем, о, ты кафир, ты повесил американский флаг, ты там за НАТО, у тебя там это, бороды нет и так далее. Ну, а куда это годится? Это же тоже надо видеть. Но нам мешают, понимаете? Можно быть, есть, как есть русская пословица, простота хуже воровства. Да, русские напали, это можно назвать это, там, допустим, воровством. А простота это хуже получается, чем это воровство. Это глупость, это тупость, она бывает хуже. Давайте задумываться, мы живем в разном мире, здесь люди приезжают сюда, и я просто не понимаю этого, у меня в голове не укладывается, как так, он здесь себе просит защиту у христиан или там у светского государства, получает социал, учит своих детей, лечится у христиан или там светских, или у атеистов, врачей, свою маму лечит, своего папу лечит, а потом он говорит, я хочу в Чечне сделать шариат, чтобы ничего не было, другого не было. Ну, как это так получается? Ты себе не хочешь шариата, а там хочешь. Причем шариат это в том понимании, в котором они это видят. Мы всегда жили по шариату, чеченцы всегда жили по шариату. Мои родители жили всю жизнь по шариату. Я всю свою жизнь жил по шариату. Я с чеченцами, со своими родственниками, друзьями, мы решали все вопросы и конфликтные ситуации, решали по шариату. Как по-другому мы это решали? Всегда так мы решали. Мы выдавали замуж, женились по шариату, мы хоронили по шариату, мы соблюдали все каноны ислама, намаз, ураза, хадж, все остальное, мы все это всегда соблюдали. Я не понимаю просто, зачем люди вот это делают, зачем люди начинают там навязывать. Это очень сложная тема, когда что-то ты скажешь, начинают приведи далил, а сидят какие-то мерзавцы просто я даже не понимаю, как такой человек может, такие люди могут быть на земле. Вообще у меня в голове не укладывается. Говорят одно, без стыда совести лгут, а потом могут сказать, что да, ну ладно, ничего страшного. Это просто, эти все люди, это страшные лицемеры. Это очень опасные люди. Так, пойдем дальше. Оставим эти религиозные вопросы для религиозных деятелей. Чеченборд, Аслан, в этом нелегком деле у вас хоть какой-то прогресс есть? Конечно, есть. Конечно, есть, Чеченборд. Да, у нас неплохие результаты, я тебе скажу. При всем при том, что я это вот компьютер и вот этот микрофон и все. Очень есть, я тебе скажу, у нас результат. Хвастаться не буду, но они есть. Все перечислять не буду, но даже есть вещи, которые вы не знаете, они очень результативны. И вы узнаете результат. А уже некоторые узнали результат. Некоторые, кого это касалось, они узнали результат. Так, Аслан, прокомментируй интервью Экихарда пропагандоном. Так. Ну, если, ты имеешь в виду интервью этому Ост-Вест, помойке Ост-Вест, то интервью было неплохое, кроме того, что Экихард сказал в этом интервью, что фантомное, по-моему, он выразил слово. По-моему, фантомное было, да, или нет? Какое другое слово он подобрал по поводу Ичкерии. И этот человек очень плохо владеет русским языком, и я сразу же отреагировал, сразу же ему набрал, потом в Австрии мы увиделись, я ему опять же это все предъявил, скажем так. Он сказал, что нет, ни в коем случае. Экихард оговорился, и Экихард
Знаете, за нас Экихард не должен ничего делать. Экихард сказал там, например, так вот это была единственная фраза, Экихард очень много помогал чеченцам. Экихард заслуживает, я не знаю, памятника. При живом сейчас Экихарде он заслужит памятника. При всем при том, что человек далеко не идеальный человек, как и все мы, но при всем при этом он заслуживает того, чтобы его мы уважали все. Потому что он сделал очень многое для чеченцев и для нашей страны. Но Экихард не может вперед нас бежать и говорить, что есть Ичкерия там и так далее. Но посмотрите вокруг, как себя ведут чеченцы. Они говорят, какая Ичкерия, все, нету Ичкерии, там, живем там и так далее, говорят. Что должен сказать Экихард? Нет, есть Ичкерия, и я буду с вами там драться за нее, да, он должен? Нет, конечно. Посмотрите в Берлине, сколько у нас живет чеченцев. Почему Экихард постоянно с кем-то не работает? Есть большие начальники, которые были в нашей Ичкерии. Эти начальники перешли на сторону русских. Некоторые из них живут в Берлине, которые сейчас ездят домой практически. Ну это как измена, а как по-другому это можно обозначить, я не знаю. Кто-то явный предатель, кто-то такой скрытый, кто-то просто ни там, ни тут сидит. Экихард это все наблюдает. И говорит, почему я, Экихард, немец, должен быть больше ичкерийцем, чем сами ичкерийцы. Вот мы должны этого Экихарда днем и ночью с ним работать, днем и ночью с ним общаться, дружить, показывать ему, что мы есть. Мы просто молчим. А с кем он раньше, которые у нас были там во власти, они как бы уже перешли на сторону врага. Большому сожалению. Ну или устали. Так, пойдем дальше к вашим вопросам. Так, перемотал. Так, давайте посмотрим, что говорит Федот 1. Ваххабисты играют на руку ФСБ. Среди них много ФСБшников. Прикрываясь религией, они твари сеют фитну между чеченцами. Среди них есть праведники, но их очень мало. Федот, я полностью с тобой согласен. Там огромное количество агентуры. Огромнейшее количество агентуры. И эта агентура работает не на нашу страну, а работает на русских. Так, Чечня не Россия. Аслан, ты даже не представляешь, насколько опустились многие чеченцы в Европе, говорит. Чечня не Россия. Представляю. По нашим меркам это очень сильно опустились. Но ничего страшного. Было бы... Знаете, чем труднее, тем интереснее. Чем труднее. Мы-то знаем, где правда, где истина. Мы знаем, где справедливость. Мы знаем, что у нас есть государство. Это юридический факт. Мы знаем, что есть право у людей на жизнь, право на свободу. Их лишили, их убили. Убили женщин. Огромное количество детей, женщин, стариков. Мы это все знаем, и это факт. Это нельзя вот так взять, там, удалить. Нельзя. Значит, мы должны продолжать. И пускай мы останемся, вот сколько нас сейчас смотрит, 749 человек нас останется всего. Ну, допустим, 49, это там русские ФСБшники нас там смотрят. Но мы-то есть, мы есть, 10 тысяч просмотров есть. Кого-то же волнует, кого-то же интересует. При всем при том, что на меня идет, на мой канал идет массированная атака. Не только на мой канал идет, на меня идет атака, массированная. Всячески подготавливаются сейчас к каким-то делам, ездят к интервью, снимают ролики, приглашают там разных людей. Против меня готовится заговор. Против Саид-Амина ведется конкретная работа. И против Закаева, Хусейна Исханова, против всех ведется работа. Но тот, кто говорит, в данном случае я и там Саид-Амин, Хусейн, на нас сейчас оказывается, я про себя знаю, да, про другие истории я не все знаю. Оказывается, огромное давление, огромнейшее. Но мы будем продолжать. Аздейл чау йокшон цаби со цависах. Асар арцан дюйцак дат астан дештол зиец алинол харцу
as yutarmayats. Cabi som usarvoci hasun su masarel dikuna u sabos. No so cabi cevisa as edučdat. Delmula. Qidahum that's dalug bimdi. That's imdi duwe delmula. Так. Так, Омаган, Экихард оговорился на русском, сказал место непризнанное, фиктивное. Да, фиктивное, правильно. Не фантомное, а фиктивное. Экихард так сказал, и он сказал, что он ошибся. Мы с ним говорили на эту тему. Экихард волк, чеченский волк, с грузинской женой, между прочим. Так, поехали дальше. Маждада, я одно понял, за 2 войны нам никто из братьев не помог, некоторые даже радовались, бородой меня не удивить, у самого есть бой. Да, не сду. Ичкерия лайв, аслан ха ца хирват, сон со хирон, ца шеку яцанса. Да, мула, ичкерия лайв. Холотеш, бувающий, но асам вообще альбор, конечно, со ца хирват, да, мула. Хомканд клопообразный в своем большинстве очень удачно шифруется среди религиозной братвы. Да. Помнишь, Хомканд, как-то ты сказал, что если сейчас Путин там, или какой, не так ты сказал. Ты сказал, что, допустим, если какой-нибудь там гимнюк с бородой там в эту братву притирается, там говорит разные вещи, они говорят, о, представь, наш там выбился в ФСБ, там наш человек там в ФСБ, там. Помнишь? Вот такая же вот тема. Вот сейчас получается, что достаточно просто посмотреть, что риторика достаточно. Я защищал людей, парней, мусульман, которых ФСБшник, внедренный ФСБшник с большой бородой рассказывал, короче, как надо убивать кафиров, там так далее. И потом этих людей арестовывали. Это много случаев. Вот в Австрии был пример, когда человек на суде признался, да, у меня вот в сообществе есть фотография этого агента Магомед Ибрагимов, который притворялся, да, Абу Хамза, да, Абу нам присылают постоянно, агентов Абу. Вот его посадили, другого Абу прислали. Так что вот такие вот дела. Ленка К. Смотрим вас в Украине. У нас с вами общий враг. Да, Ленка К. Спасибо, что смотрите. Да, у нас общий враг. Хамзат Гилаев. Свобода или смерть? Так, Джахар Дуда. За раз 200 подписчиков сбросили. Да, у меня вот идет массированная просто атака на мой канал. Но ваша задача, вот нас сейчас смотрит 758 человек, мы должны просто распространять информацию. Да? Они не могут победить, они не могут, достаточно просто слова, которое доносят. Они будут всячески препятствовать, вы должны помогать мне. Не мне, а нашему делу. Я это делаю для вас всех, для нас всех. Ночи из Германии. Тузиков не обсуждаем у меня в эфире. Так. Чего? Кто живет рядом со мной? Казбек Магомадов. Бабати, они же живут. Это... Рубати Мицаева говорит, Казбек кадыровцы не посмеют выйти из своей берлоги. За Асланом охотится ГРУ России. Да, за мной охотится ГРУ. Не буду говорить ГРУ. Русские. Для меня они все на одно лицо. Ахиллес. Аслан, ассаламу алейкум. Помоги уехать в Германию. У меня семья, жена и... Ва алейкум салам, Ахилл.
Я не знаю, чем тебе помочь. Добыть денег, вот нам нужно собрать денег, нам вот надо всем помогать. И все, я не могу ничего больше сказать. Надо собрать денег, тебе нужна виза и билеты. Вот что тебе нужно, чтобы добраться сюда. Я не знаю, чем тебе помочь. Валлай, я не знаю. Совет я тебе могу дать, подсказать могу что-то. Но я не имею возможности собрать денег. Я пытался собирать. Вот мы проводили марш, мы собирали денег. Нам помогали люди. Но в основном мы тратили свои деньги на этот марш. У нас не было средств. Как я тебе помогу, Саваш? Так, Казбек Магомадов. Аслан, сам себя рекламируешь или на тебя охотятся киллеры Кадырова? Тайна следствия, Казбек. Так. Аслан Керимов. Аслан, лидер Махилла. Унах лилин цейон ханей хаце. Анце. Дела Аслан. Да, мула лидером. Цахил хажар усо. Бадедич. Ладно. Да, мула лидер хирват. Так, ФТФ Форд. Аслан, ты игнорируешь мой вопрос насчет внедрения в Чечне национал-социализма. Что скажешь? Нам он нужен? Что думаешь? Не знаю. Что ты имеешь в виду под национал-социализмом? Нацизм как при Гитлере? Так, господа, давайте я вам расскажу, что сейчас происходит. Я сейчас оставлю вопросы и перейду к тому, что сейчас происходит. Я вам хочу показать Сирию. В Сирии уже много лет, но вот последние несколько недель идет каждодневная бомбардировка. Убиваются женщины и дети в огромном количестве. И вот в этой ситуации я бы хотел вам показать одно из видео, которых очень много в интернете. Но сейчас мир уже не говорит про Сирию. Сейчас говорят о чем угодно, но о убийстве этих людей не говорят. Кадры шокирующие, поэтому детей и с чувствительной психикой прошу не смотреть. Вот террориста на руках несет пятилетнего. Вот что происходит в Сирии, вот что творит террорист Путин и Россия, фашистская Россия. Я постараюсь каждый раз в каждом своем стриме теперь выкладывать видео и информацию про то, что творится в Сирии. Потому что нам просто необходимо привлекать внимание к тому, что здесь происходит. То, что там происходит в Сирии. Это очень-очень печально, то, что там происходит. Я хотел бы, мне задавал вопрос человек по поводу того, что я был в партии Яблоко.
я был в партии «Яблоко», да, зачислен был в партию «Яблоко». И я расскажу, как это произошло. Да, сейчас эфир уже заканчивается, и я расскажу, как меня приняли в партию московского отделения партии «Яблоко». Я был правозащитником, занимался правозащитой, и я многие правозащитные организации обошел, со многими общался и знаю приблизительно, что там проходимцев процентов 70-80, процентов 10-15 гибнюков, которые собирают информацию, устраивают провокации и так далее. Ну и есть некоторые люди идейные, которые трудятся на благо прав человека. Я состоял в организации «Комитет за гражданские права» называется. Андрей Бабушкин у нас был руководитель. Я помогал бесплатно бабушкам, дедушкам, москвичам, которые там проживают, там, разные такие моменты, бытовые, там, спорные, квартирные вопросы, представлял их интересы в суде и так далее. И как-то у нас было собрание, я не часто там бывал, просто иногда приезжал, так я номинально там только чистился в этом комитете за гражданские права. И потом, когда я увидел внутреннюю кухню, я просто уже было отвращение даже туда появляться, да, чем они там занимаются, как они там людей дурят, как они деньги зарабатывают и так далее. Так вот, когда были выборы, выборы были в 2011 году в Государственную Думу. И мне сказали, не хочешь ли ты поучаствовать наблюдателем на этих выборах. Конечно же, я согласился, и мне надо было участвовать. Я пришел на избирательный участок и был наблюдателем, да, в 2011 году. И я считаю, что я сделал очень многое для того, чтобы, вложил свой вклад, скажем так, для того, чтобы в 2011 и 2012 году, помните, вот это на Болотное люди выходили, эти все митинги, я во всех них принимал участие, я везде побывал, юридически очень много приложил сил, много писал по этому поводу, распространял информацию, привлекал людей. И вот я проживал в Москве в Крылатском, и по месту моей прописки я там у себя был наблюдателем. И вот когда я пришел на эти выборы, там были наблюдатели от «Единой России» и так далее, и меня надо было кому-то прикрепить. А этот Бабушкин, Андрей Бабушкин, он состоит в «Яблоко». «Яблоко» никогда не было за то, чтобы бомбили, убивали чеченцев. Это была единственная партия, которая, хоть и она ничего особо сейчас не делает, но, по крайней мере, она нас не убивала. И мне сказали, вот будешь там представлять партию «Яблоко». Мне не было абсолютно без разницы. Да? Мне надо было, чтобы на выборах никто не подтасовал. Так я стал номинально, нигде меня не зачисляли, нигде никто меня ничего не делал. Потому что, чтобы тебя взяли в партию «Яблоко», как потом я узнал, нужно поручительство 2 членов партии «Яблоко». Ну и вот я участвовал, и на этих выборах, на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, я с 6 утра, как только, или даже с 5 я туда пришел, там надо было собираться. Слава богу, это там в соседний дом, через дом школа была. В этой школе был участок у нас. И я с 6 утра до 8 вечера, да, по-моему, закрытие идет, до этого времени я от этих урн не отошел ни на одну минуту. Там я познакомился с одним осетином, с москвичом, с Подмосковья точнее, с которым мы подружились, который тоже был очень идейно. Мы, конечно, друг другу не доверяли первое время. Но потом, когда мы уже... еще я познакомился с одним коммунистом, парнем-коммунистом, который тоже был заинтересован, что выборы были честными. Идеологически мы, конечно, были абсолютно никак не схожи, но то, что этот человек не хочет, чтобы Единая Россия и Справедливая Россия забросила бюллетени, мы на этом вот нашли общую информацию. В итоге
я простоял, вот как я говорю, я ел у этих двух урн. Вот две урны были, вот я ходил вокруг, я снимал. Меня туда пытались запугивать, были карусели. Я этих карусельщиков всех прогнал. Лично мы на конфликт с ним шли, уже носами уже друг к другу. Там, ну, быдлятина какая-то заходила и вызывала меня один на один. Я говорил, в 8 часов закроется и ждите там, я сейчас закончу. И вот произошла такая ситуация. За 15 минут до закрытия этого участка, кстати, я единственный человек, который выиграл суд против избирательной комиссии. Это есть в интернете, можете прочитать об этом. И вот за 15 минут до закрытия я был наблюдателем с правом совещательного голоса. Ну, это просто самый обычный наблюдатель, чисто формальный такой. Здесь, ну, у меня было, я ничего не решал там, конечно, но я мог наблюдать и снимать, что я и делал. И я не дал им сделать вброс. Когда они не смогли это сделать, они вынесли решение о том, чтобы меня, ну, наша комиссия, у нас там группа же была, да, наблюдателей, они вот собрались, там единороссы, справедливого росы, и они приняли решение удалить меня с участка. Я, конечно, сопротивлялся, кричал, у меня, кстати, есть видео, кричал, что сейчас будет совершаться преступление. На каждом участке есть полиция, полицейские всегда наблюдают. И эти полицейские знали, что я честно, искренне делаю свою работу, что я хочу, чтобы были честные выборы. Мне без разницы, кого изберет Россия. Но пускай я посмотрю, Путин это будет, Единая Россия это будет, кто это будет, мне было интересно. И вот за 15 минут до закрытия меня полицейские прям вот толпой вот вытолкали, потому что не могли никак меня выпроводить, потому что я говорил, что будет совершаться сейчас преступление и так далее, и так далее, и так далее. И где-то после этого я поехал сразу в штаб. У нас он находился в администрации района Крылатская. Я приехал туда. Там до 2-3 часов у меня были дебаты. Я им всем погрозил пальцем. Хотя они как бы считали, ну, кто-то пришел там. И там был один представитель от Яблока. Остальные были Единая Россия, но большинство было других. Короче, в конце концов, я написал там заявление, и в 3 часа я пришел домой. Я искупался, покушал, и в 8 утра я поехал, встал и пошел уже, поспал пару часов, я пошел в Кунцевский районный суд. В Кунцевском районном суде я написал заявление на то, что меня незаконно удалили с участка. И на этом Кунцевском суде ко мне подошло 2 людей в штатском и начали мне угрожать. Ну, конечно, я их тоже послал в интеллигентной форме, далеко и подальше, сказал, представьтесь или проваливайте. И они поняли, что говорить бесполезно, и провалили. У меня состоялся суд, суд по избирательному праву, как я потом выяснил, происходит в ускоренном, особом порядке, да, быстро все это происходит. По-моему, это не заняло неделю, может быть больше, меньше, и произошел суд. На суде я проиграл, как и ожидалось, проиграл. В районном суде в Кунцево я проиграл это дело, и суд признал законным удаление меня с этого суда, с этого участка избирательного. После этого я поехал в Яблоко и сказал, в конце концов, я много уже вожусь этим, потому что я изучил избирательное право по этому поводу, писал иск, мне помогали мои коллеги-адвокаты в этом деле. Мой один друг помогал мне, коллега-адвокат. И в конце концов я пришел в Яблоко и сказал, господа яблочники, давайте вы мне поможете. У меня нет времени все это писать, у меня есть работа, у меня есть свои дела, я тут с ними сужусь, я вот проиграл суд. Они сказали, хорошо, давайте мы вам поможем. Потому что я пошел в Мосгорсуд, да, в районном проиграл, я пошел в вышестоящую инстанцию. В вышестоящую инстанцию я пришел, мне яблочники помогли, на самом деле там была очень такая квалифицированная юрист девушка, она мне очень помогла, я подготовился и я пришел в Мосгорсуд. В Мосгорсуде я выиграл это дело, я выиграл его таким образом, не по фактической стороне, а по процессуальной стороне.
А я выиграл, потому что была нарушена процедура меня удаления. Перед тем, как удалить меня с участка, комиссия, которая меня удалила, вынесла решение о моем удалении с участка, должна была вынести мне предупреждение устное и письменное. Этих предупреждений письменных не было, и устных тоже. И, соответственно, я выиграл. Это единственный случай, когда в Москве на думских выборах было выигранное дело. Затем я пошел на президентские выборы, меня попросили тоже участвовать. Я, конечно, пошел, уже опыт участия в наблюдателем, избирательном у меня был. Я уже читал лекции, собирал людей, которые как с нашего Крылатского района, так и там с других районов приезжали. Я им рассказывал, как надо себя вести, что можно, что нельзя, потому что уже практический опыт и судебный опыт, и какие-то теоретические знания, которые я подчеркнул, подготавливаясь к судам, уже имел. И наступили президентские выборы 2012 года. Потом еще были митинги очень сильные, где я тоже принимал участие. Так вот, когда я пришел на выборы президента России, меня уже все знали, в Крылатском районе меня все знали, в основном это учителя, которые занимаются этими избирательными делами. И я вам скажу, что на моем участке, а там 3 у нас в школе было участки, все 3 участка я курировал, свой участок я полностью контролировал. И на этом участке мне нужно было от какого-то кандидата зарегистрироваться. Тогда был Прохоров, этот пособник Путина, Прохоров. И это была единственная кандидатура, которую можно как-то сказать, что можно быть там от него. Это все формальность. Я не поддерживаю ни Прохорова, ни кого-либо. Мне нужно было, чтобы на участке узнать, сколько было голосов. На выборах в Государственную Думу меня удалили, и я не узнал. Но на участке этом аннулировали после того, как я выиграл суд. Затем были президентские выборы, и на этих президентских выборах на всех 3 участках я контролировал всех своих уже товарищей, которым мы подружились, познакомились, им объяснял, как себя вести, и контролировал свой участок 100%. И на этом участке ко мне люди подходили, и мне здоровые, меня уже все знали, меня уже и так все знают там, подходили, и мне все здоровались, говорили: Аслан, молодец, спасибо, если бы не ты, нам нужно побольше чеченцев, у чеченцев учиться и так далее, и так далее. Это все жители нашего района, нашего участка избирательного говорили. Не все, кто меня знает, и подходили. В конце концов были выборы, и на этих выборах Путин не набрал тех, там 63 было или 70 было, я не помню официально. На моем участке Путин набрал около 40, и около 40 набрал Прохоров. Это на 3 участках приблизительно была такая цифра. И меня не удалили, они знали, что меня надо или убить, или же что-то со мной делать очень серьезное. И поэтому меня оставили. Это был единственный участок в Москве, который честно провел выборы. В районе Крылатского. Номер, я сейчас не помню этого участка. Так вот, когда я это все сделал, на меня посмотрели и меня пригласили в московское отделение «Яблоко». Я не знал, для чего они меня приглашают, но я уже там был, когда судился, пару раз я туда заходил. Я пришел, и мне сказали: нужно 2 поручителя, чтобы принять в «Яблоко». Но мы вас можем принять без поручителя. Если вы хотите, мы вас можем зачистить. Я сказал: зачистите, если хотите, зачистите. Давайте я буду, и так я буду заниматься этим, защитой закона и порядка. И после этого я еще получал угрозы, еще, но сам факт того, что так я получил удостоверение «Яблоко». Где-то оно у меня было, я не знаю, и сохранилось оно или нет. Потом я уехал из России, собирался уже уехать, и я переписывался с одним из представителей «Яблока». И он мне сказал, что нам нужны такие люди, как вы, нам надо, чтобы мы там добиться законности, не в революционном порядке, а в эволюционном порядке мы должны добиться справедливости и так далее. На что я сказал, что это невозможно. Эволюционно в России произойти ничего не может, только революционно.
И я считаю, что только вот эту преступную, укоренившуюся власть можно свергнуть только силой. По-другому никак. И сказал, все, можете меня исключать из Яблока. И так я уехал из России. Вот как я попал в партию Яблоко. Ичкерийцем я всегда был, есть и останусь до конца своей жизни. Да, Алмулла. Так, господа, мы много уже общаемся. Час 45 уже у нас эфир идет. Я больше тогда уже не буду зачитывать ваши вопросы, потому что я вам уже надоел. Поэтому всего самого хорошего, спасибо, что поддерживаете, спасибо, что смотрите, помогайте друг другу, и победа будет за нами. Ассаламу алейкум, спокойной ночи.